прабабушка Резничук Мария Поликарповна родилась 24 августа в 1930 году в Хмельницкой области Каменец-Подольского района в селе Репинцы. Когда началась война, прабабушке было 11 лет. Что такое война? Она в то время понимала плохо. Помнила только, как уходили поселковые мужчины на фронт и забирали с собой лошадей и телеги. Остались дома женщины, дети и старики. На их плечи лег непосильный труд. Женщины пахали на собственных быках и коровах. Дети погоняли этих животных, а старики сеяли вручную с мешком через плечо. Как бабушка рассказывала, что в то время совсем не было обуви. И когда косили сено, ноги были исколоты до крови. Моя прабабушка закончила 7 классов в 1945 году. Тогда ей исполнилось 16 лет. Закончилась война, а вместе с ней и военное детство. Началось трудное послевоенное время. После войны она работала дояркой, а затем на шахте Глубокой. Бабушка является ветераном Великой Отечественной войны и имеет награды. Я очень горжусь своей прабабушкой. Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Игнатьеве Василии Ивановиче. Родился он 12 ноября 1926 года в деревне Князево Горьковской области. С самого начала войны он просился на фронт, но его не призывали, поскольку ему было всего 15 лет. Но он добился своего и 14 марта 1943 года был призван. С июля того же года попал на фронт воздушным стрелком. Его самолет был сбит над Чехословакией, и он попал в плен к фашистам. Но в январе 1945 был освобожден советскими войсками во время наступления. Дошел до Берлина, и там в мае 1945 года встретил победу. Мой прадедушка был награжден медалями и орденами за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, медалью Жукова, орденом Отечественной войны второй степени. Уж 3-й год идет война, и ждет народ России. Когда же кончится она, и небо станет синим, не будет взрывов и атак, мир станет вновь счастливым. Вернись домой, родной солдат, живым и невредимым. Хряпкин Павел Илларионович родился в 1912 году в Смоленской области, деревне Метковки, на границе с нынешней Республикой Беларусь. Закончил всего 4 класса школы, но был достаточно образованным, умел писать и читать. До войны работал председателем колхоза в своей деревне. У него была любящая жена Акулина и 3 дочери. Повестки до глухой деревни дошли очень поздно, но в то время, пока была оккупация, он всячески помогал людям. К нему прибился военный, который, как выяснилось, был священником, и в дедовом доме крестили детей. Когда немцы пришли в деревню, они хотели забрать дедушку, но его спасла средняя дочь Маша, моя прабабушка, которая хваталась за руки и всячески пыталась отбить папу от немцев, будучи 5-летним ребенком. Когда освободили деревню, всех мужиков отправили на фронт. Он стал командиром пулеметного расчета, служил с 1943 по 1945 год. О войне не рассказывал никому, ни жене, ни детям, говоря: «Война – это кровь, боль, грязь». Награжден орденом Отечественной войны 2-й категории и медалью за победу над Германией. Дошел до конца войны и через год вернулся домой в родную деревню. После многочисленных травм и контузий начались проблемы со слухом. Умер от движения немецкого осколка в груди в 1986 году, успев увидеть свою правнучку, мою маму. Мой прадедушка Просвирков Сергей Андреевич родился 24 марта 1917 году в Нижегородской области. Место призыва – Княгинский РВК, Горьковская область. При прорыве обороны противника 17 марта в 1945 году огнем из автомата уничтожил 4 вражеских солдат. При взятии высотки был тяжело ранен. После лечения вернулся в строй. Был награжден орденом славы 3-й степени. После войны женился на Котовой Валентине Васильевне и воспитал 7 детей. Работал на Фокинском заводе.
Умер 20 ноября 2001 года. Мой дедушка Гришин Андрей Иванович, 1907 года рождения, проживал в Горьковской области и работал мастером в ремесленном училище. В 1942 году пошел на фронт и участвовал в Сталинградской битве. Позже был награжден медалью за оборону Сталинграда. Затем отправился на Курскую дугу, где в апреле 1943 года погиб. Домой пришла похоронка. Уважаемая Клавдия Михайловна и милые ваши детки, с глубоким прискорбием от лица личного состава всей части сообщаем о преждевременной смерти вашего мужа и отца, а нашего лучшего товарища по борьбе с проклятыми врагами, немецкими захватчиками, Гришина Андрея Ивановича. Товарищ Гришин был среди нас лучшим, прекрасным товарищем, пользовался уважением командования части и окружающих его товарищей, честно нес службу воина-защитника Родины, образцово выполнял поручения командования и заслужил право носить на своей груди награду советского правительства, медаль за оборону Сталинграда. Он ушел от нас, не успев получить заслуженной им награды, и мы с любовью к вам, Клавдия Михайловна, и вашим деткам высылаем вам справку на право получения заслуженной вами награды, которую вы имеете право получить через местные советы депутатов трудящихся. Пусть эта высокая награда советского правительства будет светлой памятью о герое Сталинградской битвы, вашем муже и отце. Пусть эта высокая награда будет утешением в постигшем вас горе и придает вам силу в нашей общей борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. У могилы вашего мужа и отца, а нашего товарища, начальствующий и рядовой состав части поклялись отдать все силы, жизнь, но не выпускать оружие до полной победы над врагом. От имени всего начальствующего и рядового состава части выражаем вам глубокое соболезнование и заверяем вас, что образ вашего мужа, товарища Гришина, будет жить в нашей памяти, как и у вас. Похоронили мы его на братской могиле в городской площади города Волоконовка, Курской области. Примите, Клавдия Михайловна и ваши детки, наш привет от всего начальствующего и рядового состава части. Одновременно высылаем вам принадлежащие товарищу Гришину деньги, сумму 250 рублей и карманные часы. Командир части Романовский, зав. Командира по политической части Лихорадов.